Ситуация с выдачей Таджикистану и последующим арестом известного таджикского правозащитника Иззата Омона взбудоражила таджикское общество. На всех площадках таджикского сегмента социальных сетей люди высказывают свое недовольство такими действиями властей Таджикистана и требуют немедленного освобождения правозащитника. танҳо баромада бигӯяд ки ман дар ана ҳамин лаҳзаи мушкилоти зиндагиам ки нони хӯрдан надоштам аз Иззат Омон кӯмак гирифтам. Все известные таджикские активисты, а также оппозиционеры в эмиграции выступили с видеообращениями, требуя освобождения правозащитника. Также опубликовано более сотни видеороликов с подобными требованиями и со стороны рядовых граждан Таджикистана. Источники Хабархов Душанбе сообщают о введении столичными властями в связи с возможными протестами населения жесткого режима безопасности. Улицы города круглосуточно патрулируют силовики. Напомним, что 25 марта появились первые сообщения о похищении Иззата Омона сотрудниками российской полиции, причем официальные представители МВД РФ на вопросы родных и близких правозащитника заявили, что не располагают информацией о его задержании. 26 марта Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что в отношении Иззата Омона возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Соответствующая информация публикуется на сайте МВД РТ. Сообщается, что Холов Иззатулло Омонович якобы получил от жителя Васейского района Бабаджона Шарипова 40 тысяч рублей и $1000 США за содействие в освобождении из-под стражи брата Бабаджона Хасана Шарипова. Однако Холов в никаких следственных мероприятиях не участвовал и никаких действий по защите Шарипова не предпринял и правовой помощи не оказал. МВД также отмечает, что Холов, используя полученные обманным путем деньги в своих личных целях, нанес гражданину Шарипову материальный ущерб в особо крупном размере. 27 марта МВД Таджикистана также сообщило, что Иззат Омон был депортирован из России согласно решению Тверского суда Москвы за нарушение правил пребывания в этой стране и незаконное получение российского гражданства, после чего был задержан в Душанбе по обвинению в мошенничестве. Известный российский журналист Максим Шевченко во время своего стрима назвал такие действия российских властей настоящим беззаконием. Где он, надо сказать, что Иззат Омон закончил дипакадемию, защитил в России диссертацию, имел российское гражданство с 96 года, жил в России, не тужил, имел тут детей, семью, дети, жена, российские граждане, у него все живут. Это не имеет значения. Какой-нибудь мент может взять твой паспорт российский со всем этим гербом, плюнуть на него, разорвать его и за 3 дня отправить тебя туда, где тебя, скорее всего, ждет расправа. А так Иззатулло Омон знаю, мне тоже помогла за деньгами, за питание, когда вирус здесь был. Таджикский блогер из Душанбе Абдулла Аббосов прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Иззат Омон сиёсатмадор набуд, узви ягон ҳаракат. Иззат Омон не был политиком, не состоял в каком-либо оппозиционном движении либо партии. Он занимался только правозащитной деятельностью, оказывая помощь таджикским трудовым мигрантам, как в правовом поле, так и в материальном плане, особенно во время карантинных мер в России, и трудовые мигранты увидели это. Да, в последнее время он выступал с критикой таджикского режима, обращался к народу, чтобы народ не бездействовал, когда в их отношении творится полный произвол, требовал соблюдения своих прав. Конечно, сегодняшний таджикский режим видит в таких личностях, как Иззат Омон, угрозу для себя. Он имеет влияние и уважение среди таджиков, в частности, в среде трудовых мигрантов, которые, как известно, в последние годы оказались достаточно сильно политизированы. Действия российских властей на фоне обострения протестных настроений по всему постсоветскому пространству вполне объяснимы, так как именно Кремль оберегает и поддерживает авторитарные режимы стран Центральной Азии и всего постсоветского пространства. Российская сторона всегда выдавала неугодных личностей режимам их стран. Сколько выходцев из Узбекистана были похищены и тайно вывезены? Сколько выходцев из Таджикистана? Не так давно таджикскому режиму был выдан активист Шабуддин Бадалов. Также можно вспомнить похищение другого активиста Шарофиддина Гадоева. Инчунин рабуда шудани фаоли дигар Шарофиддин Гадоевро ҳам зикр кунем мешавад дар инҷо. Бояд иттиҳод кунем. باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر را بگیریم. التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. ملت دارد از گرسنگی تلف بیابد.